Сегодня мы проснулись в 5 утра, позавтракали и выехали из Стамбула, с грустинкой попрощавшись с ним и обещав непременно когда-нибудь вернуться. 10-й день путешествия сулил нам щедрые дары в виде красивых пейзажей европейской части Турции, куда мы попали, объезжая Мраморное море. Вот едем и едем по очень необычному месту, очень тихое. Поют птички. Наша машинка. Тут вообще максимально тихо. Делают нам кофе. Мы остановились на таком вот поле. Турецкий? Что это значит? Турецкий значит вкусный? Или турецкий значит турецкий? Но он очень старался. Ты видел, с каким старанием он все делал? Нам с любовью большой. İnanmıştım ben sana, inanmıştım sevgine, kalbimi sen koşuyordu her canım bir de gözüne. İnanmıştım ben sana. Европеоидная деревня. Очень странная. Нам любая деревня кажется странной, конечно, в Турции. Теннисный корт. Футбольная дорожка горбеговая. Это очень красиво. Это очень красивые места на берегу Эгейского моря. Такие вот поля. Так выглядит подъезд к платным дорогам. Вот. Берешь, короче, вот тут вот такую штуку. Получилось? И открывает шлагбаум, зеленый свет загорается, и ты едешь. И все, ты уже в платной дороге. Оплатить нужно будет на выезде. Такая вот штука. Мост Чанаккале 1915, также известный как мост Дарданеллы, это самый длинный автомобильный подвесной мост в мире. Его длина 4608 метров. Расположен к югу от городов Лапсеки и Гелиболу, мост пересекает пролив Дарданеллы примерно в 10 километрах к югу от Мраморного моря, соединяя европейскую и азиатскую часть Турции. Там палатки поставили люди. Надо фотик взять тогда. Эгейское море. Пролив. Че она грязная-то, чистая? Фи. Короче, я хочу показать, что тут стоят палатки. Палатки. Кемпинг. Это Эгейское море сейчас. А
А там он военный, если что, я их не буду снимать на всякий случай. Вот такая огромная мечеть где-то в каком-то поселении. Ой, как красиво. Солнце еще было высоко на небе и радостно нам улыбалось, когда мы нашли свой тихий причал на берегу Эгейского моря. Вот эта белая собачка – пастух. Позже он погонит стадо баранов домой. Ночью нас разбудят жандармы. Проверят документы, пожелают добрых снов, и мы будем сладко спать под шум разыгравшегося ночью шторма. Утром после завтрака нашли пресную воду, ополоснулись и поехали в сторону Измира. Мы уже проехали более 5500 километров от дома. Заправлялись газом с средним ценником 40 рублей за литр. Расход топлива в Турции уменьшился до 6 литров, то ли газ хороший, то ли дороги. Кстати, в Турции очень много платных дорог. На них мы оставили 380 лир, порядка 1500 рублей. Но после моста Чайнак-Кале научились такие избегать их, и МАП сводил нас потом по полям. Вот откуда такие красивые и необычные виды из окон наши гранты. В Измире мы не останавливались, но проезжали его очень долго. Его площадь составляет почти 12 тысяч квадратных километров, тогда как площадь Стамбула, к примеру, 5500, а Москвы 2500. Измир – это третий по численности населения город в Турции. В маленьком городе Сельчук, через который лежал наш путь, купили свежего хлеба, сыра, овощей и поехали на Икарийское море. Это восточная часть Эгейского моря. С одной стороны ограничена побережьем Турции, а с другой – 6 греческими островами. Море было взволновано, но Сереже это не помешало искупаться, поставив галочку на очередном водоеме. До Памуккале нас сопровождал ливень. Ехали медленно, так как дороги превратились в потоки рек. Колеса планировали по неуспевающей распределяться по сливным люкам в воде. Доехали мы до места только после заката и улегли спать прямо у ворот к парку. Доброе утро. Время 6 утра, мы сегодня проснулись на Памуккале. А здесь запустили шары. Каппадокия от нас далеко. Под нас машина стоит, мы тут спали. То уже люди приехали. Мы в Памуккале. Сережа лучше расскажет про этот город. Ну, кто здесь жил, что почем, что за рассказ. Я знаю, что здесь купалась, что здесь так нужно жить. А купалась я здесь потому, что 15 лет назад в Памуккале мы уже были. И вот мы снова здесь, спустя столько лет. Вчера до Памуккале мы добрались уже после заката. Нашли стоянку для кемпинга и уже разбили так называемый лагерь для ночевки в машине, когда Сережа предложил доехать до холма, откуда то и дело спускались машины и где было много освещения. Мы даже не стали обратно поднимать опущенные спинки кресел и убирать постель, мол, туда и обратно взглянуть одним глазком и быстро спать. На вершине холма уперлись в шлагбаум, это был вход в парк. Переговорив с охранником на татарско-турецком языке, узнали, что на сегодня парк уже закрыт, но зато он откроется завтра в 6 утра. Мы не стали ехать обратно вниз на стоянку, а поставили машину прямо здесь и улеглись спать. Памуккале в переводе с турецкого означает «хлопковый замок». Благодаря насыщению вод кальцием источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами.
Минеральная вода, нагретая недрами земли до 30 или даже 100 градусов, тысячелетиями стекала по склонам плато, образуя травертины, небольшие природные бассейны причудливой формы с бортиками из известняка. Природный феномен образовался благодаря сильнейшим землетрясениям, сдвигавшим горные породы и образовавшим разломы, через которые подземные воды устремились на поверхность. Мы бродили босиком по хлопковым террасам, ощущая под ногами нагретый солнцем чуть шершавый травертин и теплую мягкую воду минеральных источников. Исследовали руины Иераполиса, останки древних храмов и огромный амфитеатр. Вот такой вот амфитеатр. Восстановленный, реставрированный, конечно. Древний город Иераполис служил когда-то римлянам термальным курортом. История города уходит корнями во второе-первое столетие до нашей эры, период расцвета Римской империи. Мы, Сережа, только вдвоем тут ходим. Проснулись в 6 утра такие. И давай ходить по развалинам. Там вот что-то написано, но там то ли вход запрещен, то ли что-то таможенного. Он чувак ходит. Короче, это римские улицы. Очень-очень-очень древний, 1 век нашей эры. Всякие магазы были, наверное. Что-то было здесь. Какое-то, что-то странное, какое-то здание. В этом здании теперь находится музей. Пробыли мы здесь аж целых 4 часа. Они прошли в удовольствие и поэтому совсем незаметно. Небесное светило прикатилось к зениту, и чем ближе она становилась к полудню, тем больше заполнялся парк туристами, приехавшими сюда полными автобусами со всех уголков турецкой ривьеры. И тот покой и умиротворение, которыми нас встретил Памуккале, постепенно растворялись в гуле разных языков и в неминуемой суете. 圣所的一个关键元素已是剧院，它是按举行计划工作发布。 Начало. Мы нашли бесплатный душ и решили помыться. Приготовив еду прямо на стоянке, мы покушали и, бросив прощальный взгляд на хлопковый замок, стартанули в сторону Анталии, до которой всего 230 километров. По дороге нас застал небольшой дождь, но едва ли он мог испортить впечатление об этом прекрасном дне, который не уставал восхищать, укутывая нас красотой мира. И даже проколотое за 50 километров до Анталии колесо и отсутствие запаски не испортили настроение. Дорога же, всякое бывает. Все, пробили еще одно колесо. Запаски у нас вообще нет. Что это такое? Это такая большая дырка ты засунул сейчас? Да. Посади же там.
Забегая вперед, скажу, что завтра мы встретимся с моим подписчиком, который поможет нам поменять все 4 колеса, и только сняв их, мы увидим, что остальные тоже изрядно износились и нуждались в замене. Ну а пока, заделав шину жгутом, мы добрались до Анталии. Мы приехали в Анталию, и здесь вот такие вот виды прекрасные. Дома здесь такие. Сережа, пробитое наше колесо подделанное. И здесь вот тоже солнце садится. Здесь такие дома, здесь пустошь немножечко. Здесь нас ждали Наиль и его семья и теплые волны Средиземного моря, в объятия которых мы нырнули на закате, а потом еще и на рассвете нового дня. Оксана, пальцы рук побелели даже. Да? Отпусти маленько, ну. Сайра, Сайра. Сайрем. Вандальеры люди, да? Ничего себе, какое место. Ручная работа, потому что. Че, как? Остро солнышко. Сильно? Нет. Так.